Ассаляму алейкум. В эфире Кремиа Вокс. Сегодня мы говорим о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы создала платформу для российских демократов. Шанс это или опасность для порабощенных народов России? Об этом узнаем сегодня у Джамбулата Сулейманова, главы чеченского движения «Единая сила» и уполномоченного представителя еще 6 коренных народов Российской Федерации. Салям алейкум, Джамбулат. Сегодня хотели бы поговорить об этой платформе. Скажите, что это вообще за платформа и какую роль в ней должны получить представители коренных народов? Валейкум салам. Прежде всего, нужно понимать, что работа в ПАСЕ – это же не так, что… То есть нужно понимать, что такое платформа. Почему-то с тем, кто нам задает вопросы, а их возникло в последнее время очень много, что мы заходим на какую-то российскую площадку и будем на вторых или на второстепенных, на каких-то, я не знаю, задвинутых ролях. Но эта мысль возникает, потому что сказано только об 1/3 части мест на этой платформе. Вот в этой связи я хотел бы для наших зрителей, слушателей объяснить, что речь ни о какой третьей части для представителей народности не шла. Российская оппозиция пробивала для себя возможность создания площадки с отдаленной целью зайти уже в качестве полноценных представителей зайти в этот институт, потому что с начала масштабной войны в Украине российская делегация оттуда была исключена. И только благодаря нашей работе совместно с нашими коллегами, депутатами, прежде всего, украинской делегации, а также других европейских стран, из-за того, что мы требовали отдельную площадку для нас, они вынуждены были предоставить вот эту 1/3 мест для представителей народов. И существуют ли риски для нас? Риски существуют всегда, но нужно понимать, что это не российская площадка, в смысле, что это не часть какой-то структуры российского государства, это все-таки европейская площадка, на которой европейские депутаты, представители европейских стран будут разговаривать с представителями антипутинской оппозиции. И также они будут разговаривать с нами. То есть у нас никаких второстепенных ролей там не будет. Джамбулат, какие сигналы и какие месседжи вы хотите посылать с этой площадки? Что вы для себя определили? Прежде всего, это то, что Россия – это не только русские, и прежде всего не русские, а все другие народы. Что эти народы колонизированы, что они лишены элементарных человеческих прав, что эти народы имеют право на самоопределение. И другие месседжи, их очень много. Но до сих пор нужно понимать, что до сих пор вообще речи не шло о ком-либо, когда речь шла о России, о ком-либо, кроме самих русских. То есть Россия для Европы – это прежде всего русские. Есть также проблематика Чечни. Это особая ситуация, когда де-факто независимое государство, которое в таком состоянии просуществовало 9 или 10 лет, которое было оккупировано. Когда мы говорим о преступлениях путинского режима, всегда логично смотреть, зреть в корень проблемы. Но почему-то сегодня никто не говорит о том, что Путин утвердился войной в Чечне, убийством чеченского народа, разрушением чеченской страны. Об этом тоже нужно говорить с этой площадки. Нужно говорить, что это, если мы говорим о оккупации восточных областей Украины и Крыма, если мы говорим о оккупации Приднестровья в Молдове или же 2 областей в Грузии, то прежде всего нужно также говорить о полной оккупации де-факто независимой Чечни. То есть эти месседжи мы собираемся озвучивать с этой площадки. И нужно понимать, что сегодня почему-то всем кажется, что ПАСЕ – это такой проходной двор, раз вышла резолюция о том, что
утверждается российская платформа, то сейчас готовы открыть 7 платформ. Возникает вопрос, а почему нет платформы для каждого народа по отдельности, почему нет отдельно чеченской платформы, мы не хотим быть рядом с русской оппозицией. Нужно понимать, что, ну, как когда-то высказался Отто фон Бисмарк, политика – это искусство возможного. Вот эта площадка, она не возникла, потому что там кто-то написал письма или сделал заявление о такой необходимости, или что они хотели бы это иметь. Эта платформа, ее создавали 2 года. И мы уже более года работаем над платформой отдельно для порабощенных, или это, ну, порабощенных все-таки неправильное, наверное, слово, колонизированного народа в России. А перед этим еще 2 года мы добивались отдельного представительства для чеченцев. К сожалению, нам это не удалось, и мы попытки не прекращаем. Но опять-таки я напоминаю, что политика – это искусство возможного. Если сегодня стала возможна эта платформа, мы будем с этой платформы озвучивать наши проблемы. Вы представляете на этой платформе в том числе другие народы, коренные народы. О каких 6 народах идет речь? Расскажите, пожалуйста. Да, вообще сама идея создания отдельной платформы после 2 лет наших усилий создания отдельного представительства чеченцев на этой площадке. Ну, мы должны понимать, что у этой площадки есть, как говорится, свои хозяева, то есть люди, которые функционируют на этом форуме, их интересы. И если нет совпадения интересов, то ничего, как говорится, не создается. И российская платформа состоялась только потому, что у европейского сообщества, у европейских политиков есть желание, необходимость говорить с альтернативной силой Путину в России. Мы должны это понимать. И видя наши усилия, наше противоборство вот этой российской оппозиции, прежде всего российские немцы, или это будет правильно сказать постсоветские немцы, потому что немцы жили и в Казахстане, и в Украине, они нам дали свою доверенность, возможность представлять и говорить от их имени, вести переговоры от имени российских немцев. За ними последовали другие 5 национальностей. Это, прежде всего, это были карелы, это были калмыки, это поволжские татары, затем это кавказцы, дагестанцы и организация за независимость Черкесии. Мы должны понимать, что черкесы – это объединяющий этноним для 3 народов, которые проживают в 3 автономных республиках Российской Федерации. Это Кабардино-Балкария, это Карачаево-Черкесия и это Адыгея. То есть это, соответственно, адыги, карачаевцы и кабардинцы. То есть таким образом даже получается больше 6 народностей, которые нам дали возможность себя представлять в стенах ПАСЕ. Затем еще есть, я могу сейчас ошибиться с правильным, то ли конфедерация народов Сибири, то ли Сибирская конфедерация. Это все-таки организация регионалистская, там есть, то есть сибиряки – это как особая этническая общность, которая включает разные народы. Их представители также нам дали свою доверенность. И соответственно, возникла необходимость как-то представлять эти народы. Посовещавшись, мы с Эриком Кроссом, это эстонский депутат, который избран голосованием как генеральный докладчик по демократическим силам России, мы ему предоставили эти доверенности, ему, президенту ПАСЕ Русопулосу, другим важным лицам. И, по крайней мере, с Эриком Кроссом у нас была договоренность, что все-таки нужно создавать отдельную платформу для этих народов. И вот в одном из эфиров я услышал, что крымские татары также вам дали возможность представлять их интересы. Можете об этом поподробнее рассказать? Кстати, у меня вчера состоялся разговор с Чубаровым, это председатель Мини-Маджлис. Да, Мини-Маджлис – это народный парламент, переводится, по-моему, да, с татарского языка. С крымско-татарского. Да, у нас, я хочу сейчас пояснить, что у нас именно доверенности от крымских татар не было. В Европе функционирует крымско-татарская или крымская организация, одной из которых является Крымская ассамблея или ассамблея крымцев, я сейчас, если точно не зачитать, но это не важно. То есть речь идет о том, что у
у крымских татар в Европе существует ассамблея, которая включает несколько крымских организаций. Возглавляет ее Элвис Чолпух. Вот он нам писал письма в ПАСЕ в поддержку нашей инициативы создания отдельной платформы. Но доверенности у нас от него не было. И у татар все как бы организовано правильно. У них есть своя иерархия. И только Милли Маджлис, как я понял, имеет право выписывать какие-то доверенности от крымско-татарского народа. Такой доверенности у нас нет. Есть доверенность от именно поволжских татар. И были письма поддержки от представителей крымско-татарского народа. Понял. Еще есть один такой вопрос, это моя личная гипотеза. Я правильно понимаю, что вы сейчас заходите в эту площадку вместе с так называемыми российскими демократами, в Украине их называют хорошие русские, вместе для того, чтобы определенный этап пройти вместе, а дальше создать свою площадку и от своей площадки продвигать интересы коренных народов? Для того, чтобы войти, вы, я так понимаю, подписали Берлинскую декларацию. Какие-то определенные этапы вы делаете, вы готовы на каком-то промежутке времени быть вместе, но все равно у вас есть определенный свой путь. Если я правильно понял, расскажите про этот свой путь. Мы не подписывали Берлинской декларации, и сама резолюция не требует от представителей народности подписания этой декларации. Она обязательна только для представителей российской оппозиции. Мы таковой не являемся. И никаких подписанных документов с российской оппозицией у нас нет. И я уверен, что у нас не будет. Есть пункт декларации, в которой, то есть есть пункт резолюции ПАСЕ, в которой сказано, что наша заявка или же наша работа по созданию отдельной платформы, она как бы принята, и есть принятое обязательство ПАСЕ создать вот эту отдельную площадку. А так как ее нет, она создается не так быстро, то есть любая работа, она требует времени. Временно, то там даже указан срок на 1 год, нам представляется квота в 1/3 мест на данной площадке. То есть мы туда не заходим, становясь какой-то составной частью российской оппозиции. Вот это важно понять, что если бы не было бы наших усилий по созданию отдельной площадки, то и этой квоты не было, а квота, она создается, чтобы мы в тот период, который создается площадка, чтобы мы могли как-то функционировать на платформе ПАСЕ. Вот, в общем, суть того, что мы сделали. Никаких деклараций мы не подписывали. От нас этого не требуется. Мы и так против оккупации и против войны в Украине. Мы и так, по сути, все представители национально-освободительного движения против России, они и так против путинского режима. То есть против всех тех вещей, которые сегодня приходится русским оппозиционерам декларировать, убеждать, что они правильные русские или хорошие русские в кавычках. Для нас такой необходимости нет. У нас есть свой определенный путь, у нас есть путь вооруженного противостояния путинскому режиму, у нас есть путь политического противостояния путинскому режиму. Поэтому для нас такой необходимости нет. А есть вообще какой-либо риск о том, что эта треть для коренных народов будет только на бумаге, что коренные народы снова не услышат даже в Европе? Риск такой есть, потому что мы видели уловки представителей российской оппозиции завести на эту обозначенную 1/3 таких, ну так скажем, правильных представителей национальности. Но прежде всего речь идет о Гармажапове и Арно, которые были в команде, изначально были в команде, которые работают в стенах ПАСЕ. И возникла необходимость. Ну, там такая ситуация, мы уже видим, что происходит. Нет единства в российской оппозиции. Они уже, платформа еще не создана, они уже переругались насчет каких-то нюансов создания этой платформы. И у тех, кто отработали в ПАСЕ эти 2 года и добились создания отдельной платформы, у них нет никакого желания заводить туда своих оппонентов. Соответственно, они не захотят туда завести, тем более они не захотят туда завести представителей национальности. И раз вот это как бы такая ситуация стала, что им сегодня нужно выбирать
у них нет никакого желания, чтобы мы там функционировали. Поэтому вот предложили своих правильных представителей национальности. Но тем не менее, мне кажется, что они не смогут нас обойти. Руководство ПАСЕ от них требует инклюзивности. И если они знают, что изначально в их команде были Игорь Мажапов и Арно, я не думаю, что они согласятся, что они являются представителями национальности. И мы работаем эти уже 3 года на платформе ПАСЕ. Наши заявки, мне кажется, они должны пройти. Время покажет, там они должны пройти. И если это так случится, то впервые национальности, которые нам доверились как бы себя представлять, мы постараемся их тоже туда завести, насколько это позволяет квоты. И тогда впервые вот эти народности приобретут свой голос на платформе ПАСЕ. Некоторые говорят, что движение коренных народов может привести к распаду России. Сегодня это ваша цель или скорее побочный результат борьбы за свободу? Я думаю, скорее второе, потому что распад России, само слово «распад» — это что-то негативное и будет восприниматься негативно, прежде всего, европейскими политиками. Никто не хочет распада чего-то цельного, действующего, никто не хочет хаоса. Поэтому сама подача хорошего русского, что вот это грозит распадом России, а соответственно хаосом, это, мне кажется, очередной уловкой к тому, чтобы не допустить нежелательно для них развития событий. На самом деле, когда они говорят о демократизации России, о том, что они лучше Путина, и они заменят его, и в России все станет хорошо, в России ничего не станет хорошо, пока народы не получат свои права. В ряду этих прав, право на самоопределение, это, скажем, такое неотъемлемое и самое важное право народов. Народы могут иметь желание сосуществовать в одном государстве с русскими, могут такого желания не иметь. Если они лишены такого элементарного права, которое дано Богом всем людям, всем народам, то, естественно, ни о какой демократии в России речи быть не может. И вывод из этого таков, что распад России — это как бы сопутствующий неизбежный процесс демократизации России. Вы понимаете, что на этой площадке так называемые российские демократы будут всячески удерживать коренные народы, потому что это единственная возможность удержать сегодня ту повестку, которую они по-другому, продвигают в Европе. Как вы будете противостоять этому? У вас есть какой-то план? Да, у нас план есть. Из того, что у нас были дискуссии или разговоры о будущем постпутинской России, из тех, это крохи, можно сказать, где мы где-то пересекались, разговаривали, мы видим, что в российской оппозиции нет никаких существенных контраргументов нашим доводам. Почему народы должны приобрести самостоятельность, независимость. И сама платформа создается для того, чтобы шел долгий процесс. Это не одноразовый акт, что мы зайдем, что-то скажем, что-то будет. Это долгий процесс. Там нужно проходить огромное количество мероприятий, подготовки документальной базы. Конечно же, у нас есть план, что мы будем делать в поочередности в соответствии с международным законодательством. У нас есть консультанты, международники. Все это будет видно в процессе нашей работы. Последний вопрос к вам. Я так понимаю, что вы продолжаете коммуницировать с теми, кто продолжает жить сейчас на территории современной России. Что говорят коренные народы, которые проживают? Видят ли они вашу работу? Как это на них влияет там? Вообще, вот такой заключительный вопрос у меня к вам. Насколько коренные народы продолжают поддерживать вас вдохновлять, и вы своими действиями, тех, кто находится в России сегодня? Андрей, тут, если у нас есть немного времени, я стал бы У нас есть минута. Если сможете, в течение минуты ответить. Тогда коротко. Чеченцы однозначно нацелены на то, чтобы приобрести независимость, то есть восстановить свою государственность, которая была
войной закатаны обратно в Российскую Федерацию. У других народов разные ситуации. У поволжских немцев не восстановлена республика. А у карелов ситуация с этноцидом, когда этнических карелов в республике почти что не остается. У татар ситуация близка к чеченской. У них был договор о разграничении полномочий с Российской Федерацией. После прихода Путина все вот эти договоренности были нарушены. Они, естественно, стремятся к независимости. У северокавказцев очень высока вероятность достижения независимости. Но и у каждого народа своя ситуация. Они у нас как бы на обратной связи, и все возлагают очень большие надежды на нас. Для них это как лучик света, и мы постараемся оправдать их надежды, не разочаровать наших соотечественников, которые с надеждой смотрят на наши действия. Спасибо вам большое и удачи вам в вашей борьбе за самоопределение. Я напомню, с нами был Джамбулат Сулейманов, глава чеченского движения «Единая сила» и уполномоченный представитель еще 6 коренных народов Российской Федерации. Это была программа «Кремия Вокс». Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на нас во всех соцсетях.